Село Тополиное находится в 300 километрах от райцентра Улуса, поселка Хандыга. И это одно из базовых сел не только Тампонского района, но и всей восточной части республики, где развито оленеводство и другие традиционные отрасли хозяйства. Но для развития села и района здесь должна быть создана вся социальная инфраструктура. Тополиное построено в 1976 году по инициативе тогдашнего директора совхоза «Тампонский», героя социалистического труда Василия Михайловича Кладкина. Спустя почти 40 лет детище своего отца, оленеводческое село Тополиное, возродила младшая дочь героя Надежда Васильевна Кладкина-Клышейко, с 2005 года четырежды избранная главой Наслега. За 8 лет село почти полностью построено заново по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Первый этап строительства закончен в 2017 году, второй завершится в 2024. Я живу в новом доме, там хорошо, уютно, там есть 3 комнаты, там очень хорошо, там просторно, можно много всяких игр играть. Когда я был маленький, мы жили в старом доме, а потом нам дали новый дом. Когда я приезжаю со стада, я очень тороплюсь домой, потому что там ванна горячая, потом кроватка моя любимая, игрушки. В начале ноября в этом оленеводческом поселении ожидается новоселье. Ключи от новых квартир получат 12 семей погорельцев, которые в январе 2018 года из-за пожара лишились крова. В сгоревшем доме, введенном по программе переселения, новоселы прожили всего полгода. После злополучного пожара долгих 6 лет 12 семей, 40 человек проживали в маневренном жилье с родственниками. Татьяна Харина за 5 лет сменила 5 квартир, а сейчас она переезжает в собственную двухкомнатную квартиру. Как вам объяснить-то? Раньше я ходила как неприкаянная. Придешь, уже это не мое, а тут, видите, все. Радости вообще нет предела. Тут я буду жить со своим младшим сыном. Надеюсь, он здесь же женится, семью сюда привезет. И вот от одной мысли, что у тебя крыша над головой, и что почувствовала даже вот эту вот заботу всех своих соседей. Вот я знаю, что каждого соседа я знаю, что он у меня очень близкий, как друг, как брат, как сестра. Потому что мы с ними через все это прошли. И от этой мысли мне очень хорошо даже. И я не знаю, как благодарить. Я говорю низкий поклон им всем людям, которые постарались, чтобы построить вот этот вот красивый большой дом, о котором мы даже, если честно, не мечтали. Татьяна Михайловна уже избрана старостой в новом доме по улице Владимира Лонгинова, 12. В квартире она будет проживать с младшим сыном, а этажом выше – внучка, для которой счастливая бабушка уже мечтает посадить цветы. Здесь у меня будет комната просторная, здесь я буду спать, диван, кровать, все здесь будет красиво. Я буду рассаду сажать, и там тоже у меня рассада будет. У меня 2 теплицы, и будет рассада у меня. Участок есть, цветы у меня вот здесь, вот все будет красиво. В первую очередь я посажу астры, внучки на 1 сентября, каждый год, чтобы с цветами шла на 1 сентября. Она тоже будет тут рядом жить со мной, правда, на 2-м этаже, внучка моя. Благодаря настойчивости бывшей главы села Тополиное Надежды Кладкиной-Клышейко строительство нового дома вошло в республиканскую целевую программу. Возведение начато в 2022 и завершено в октябре 2023 года. В новом доме 4 четырехкомнатные квартиры, остальные двухкомнатные. Многие, пока была дорога, приобрели мебель и перевезли в дом. У нас там есть семьи оленеводов, есть многодетные семьи, пенсионеры. Все проживают тут, в Тополином. На тот момент, когда в 2017 году дома сдавали, они были по другому проекту, деревянные. Сейчас у нас ЛСТК-панели, это металлоконструкция, да? Ну, он более современный, как будто внутри. А так, мы рады, что у нас весь жилфонд перестроен. И все дома новые. В принципе, все жители рады. И кто заселился в 2017, и кто заселяется в этом году, на следующей неделе, все очень рады.
В селе Тополиное по программе переселения продолжается строительство еще двух. Один из них 16-квартирный по улице Лонгинова, 6, второй 10-квартирный. Его строят по улице Лонгинова, 8. Они будут сданы в октябре 2024 года, куда переселится почти 100 человек. Всего было построено 17 домов, один сгорел. Вот, осталось 16. И сейчас по программе, вот по республиканской один дом, и на следующий год по программе переселения еще 2 дома. Получается у нас новых 19 домов. Таким образом, в Тампонском национальном эвенском наследии будет завершен второй этап строительства в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, реализуемого по национальному проекту «Жилье и городская среда». В сентябре в селе Тополиное запустили долгожданную блочно-модульную водоочистную станцию производительностью 240 кубов в сутки. Она позволяет обеспечить жителей бесперебойным и качественным централизованным водоснабжением. Долгие годы отсутствие очистных сооружений вызывало большое беспокойство тополинцев. Ведь на качество и безопасность питьевой воды влияет не только степень загрязнения источников централизованного водоснабжения, но и обеспеченность водозабора необходимым комплексом очистных сооружений и обеззараживающих установок. Но чувствуется, что вода, уже посуду можно спокойно мыть, а то было вообще непонятная вода, это как одна ржавчина шла. Хотя вроде и трубы были всегда, как бы новые поставили. Мы же в новых домах живем. Вот. И почему-то вообще страшная вода была, вообще желтая, непонятного цвета. Сейчас она уже потихоньку, это вот как сделали нам очистные сооружения, и это стало хоть немножко лучше, но, конечно, не на 100%, но в связи с тем, что потихоньку трубы будут очищаться, нам так объяснили, вода будет потихоньку становиться лучше. И мы к этому, надеюсь, придем. Новая водоочистная станция начала свою работу с середины сентября. Ее мощность позволяет получить 10 кубов очищенной воды в час. Ее отличает компактность, высокий уровень автоматизации технологического процесса и управления. У нас очистной есть специальный очиститель 2 типа. Один в мешках, а один это жидкий. Твердый и жидкий. Процесс идет через холодную воду, через емкости. Там подается примерно 95 грамм. Разбавляется с холодной водой. И подается на большую емкость, 250 кубовую. С этой емкости подается на котлы, уже очищенная. А с котлов уже подается в поселок горячая вода. А люди что вообще говорят? Люди пока ничего не жаловались. Раньше-то жаловались, сейчас-то не слышно, чтобы жаловались. Будем ждать, смотреть, будут жаловаться или нет. Но пока жалоб не было. Станция должна обеспечить безопасную и качественную воду для питьевых нужд населения, невзирая на любые техногенные и природные происшествия и вне зависимости от используемых источников водоснабжения – реки, озера, скважинного забора воды. В станции посменно дежурят операторы котельной. Находится у нас 2 емкости. Одна, которой пользуемся, 250 кубов, вторая резервная, для экстренных случаев стоит, полная, постоянно. Пользуемся, которая через очистные идет, у нас идет первая емкость 250 кубов, которая подается на котельную уже. Также будет подаваться потом в следующий год холодная вода через эти емкости. В середине октября врачи Республиканского центра гигиены и эпидемиологии провели пробы питьевой воды после фильтра водоочистной станции и сделали заключение о ее соответствии требованиям Санпин. В конце этого года в Тампонском национальном эвенском наследии планируется запустить первую солнечную электростанцию мощностью 198 киловатт. Появление первой солнечной электростанции без преувеличения – знаковое событие как для села Тополиное, так и для Тампонского района в целом. Впервые в Улусе будет использоваться возобновляемая энергия солнца для получения электричества в таких объемах. Это особенно важно для отдаленного села Тополиное. Жители села Тополиного очень долго ждали строительства этой электростанции, солнечной электростанции. Очень давным-давно предлагала построить такую станцию Семенова Евдокия Васильевна. И вот она все время говорила, нужно построить солнечную электростанцию
чтобы была экономия для жителей поселка. Село Тополиное очень труднодоступный поселок и сложная логистика, завоз дизельного топлива, сложная дорога. И в течение 25 лет надеемся, что уменьшится оплата за электроэнергию. Объект позволит повысить надежность и качество энергоснабжения, значительно сократить использование дорогостоящего органического топлива, тем самым сэкономить бюджет, а также снизить количество выбросов в атмосферу. В данный момент у нас работает одна единица техники. Нагрузка у нас 250-260 киловатт. В зимний период работаем на 2 дизелях. Поэтому у нас в резерве обязательно должно быть еще 2 дизеля. Как бы это снизит нагрузку на электроустановки. И в таком случае у нас будет время на производство ремонта ДГ. В данное время у нас мощность нашей дизельной электростанции мегаватт 850 киловатт. И добавочные 200 киловатт это будет почти 2 мегаватта мощности нашей. Строительство электростанции проходит в 3 этапа – расчистка, выравнивание и ограждение территории, затем установка конструкций, панелей, прокладка кабелей и завершающий этап весной 2024 года – наладка системы управления. В этом году компания группы «Энелт» сделает пробный запуск станции. В дальнейшем кабелем подключаемся к конструкции БМЗ. В ней установлены инвертора, которые преобразуют энергию постоянного тока от солнца в переменный. И уже по кабелю, по СИПу мы передаем энергию на ДЭС в их систему. Сейчас они монтируют панели ФЭМ, занимаются прокладкой солнечного кабеля от панелей до инверторов. Вот данную конструкцию из 4 конструкций завершат сегодня, я думаю, если погода даст. То есть ребята работают без выходных в суровых условиях. Большое им спасибо за это. Все ребята местные, молодцы. В эти дни местная бригада в составе 12 рабочих завершает возведение конструкции, на которые уже установлено около 400 ФЭМ-панелей. Ну, как бы изыскания давно проводились. Также планировалась гидроэлектростанция, ветряная тоже. Мы остановились как бы на солнечной активности. Но обслуживать первые 10 лет будет подрядная организация, которая в дальнейшем уже только там полностью будет передача. Группа «Энелт», реализующая уже 4-й проект в Якутии, обладает достаточным опытом и компетенциями строительства энергоустановок в удаленных и изолированных районах страны.